Так, дорогие товарищи, сегодня у нас очередное занятие Школы молодого коммуниста Якутского горкома КПРФ. Мы продолжаем изучать устав нашей партии. У нас это уже 4-е занятие. Вот. Одна суббота у нас по независящим причинам выпала, а так мы занимаемся с 23 марта этого года. Присутствует тут не так много слушателей, но мы надеемся, что по соцсетям нас послушает большее число людей. Особенно, конечно, это касается молодых коммунистов, комсомольцев, в общем-то, всех коммунистов и всех остальных, потому что устав надо изучать его, как говорится, его более знать, потому что мало коммунистов, которые знают, конечно, устав более-менее подробно. Так, мы с вами дошли до 6-го раздела. Значит, он называется «Региональное отделение КПРФ». Вот сегодня рассмотрим 2 раздела, 6-й и 7-й. Значит, региональное отделение КПРФ и съезды КПРФ. Построение устава таково, что, вот я вам сейчас еще раз напомню. Значит, сначала мы рассмотрели основные цели, задачи и принципы деятельности КПРФ, права и обязанности партии. Вообще, что такое устав и для чего он нужен. 2-й раздел у нас было членство в партии, права и обязанности членов КПРФ. Вот начиная с прав и обязанностей членов КПРФ, потом идут, как говорится, от каждого коммуниста идут последовательно первичные, местные, региональные отделения и, наконец, съезд КПРФ. Это вот коллективные органы, структурные органы партии. Еще такой раздел мы рассмотрели, 3-й, это структура, руководящие и контрольные органы КПРФ. Это как бы общие сведения, вот первые 3 раздела. Затем мы рассмотрели 4-й раздел, это первичные отделения, они составляют основу партии. И рассмотрели местные отделения КПРФ. Они наиболее, тоже их достаточно много, но это горкомы, райкомы во всех регионах нашей страны. И сейчас мы рассмотрим 2 раздела. Региональное отделение. Почти во всех 88 регионах нашей страны, фактически во всех, находится региональное отделение КПРФ. Сейчас еще вновь 4 присоединенных территории, вы знаете. Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонские области. Вот они тоже вошли. Там тоже коммунистические организации есть. И, наконец, 7-й раздел рассмотрим. Съезд партии как высший руководящий орган нашей партии. Итак, приступаем. Региональное отделение, у нас якутское, считается якутское региональное республиканское отделение КПРФ. Вот. Региональное отделение КПРФ, тут скобка как раз республиканское, краевое, областное, окружное, городское, может быть, в городах федерального значения, да, создается по решению ЦК КПРФ или его президиума на учредительном собрании членов КПРФ или на конференции коммунистов в порядке, установленном федеральным законом о политических партиях. У нас региональное отделение созданы фактически с созданием самой партии КПРФ. Они очень быстро во всех регионах были созданы. Так. Для этого приезжали представители ЦК в каждый регион, и вот, как говорится, на конференции, как правило, так, вот эти структурные отделения создавались. Высшим руководящим органом регионального отделения является конференция, которая проводится не реже 1 раза в 4 года. Внеочередные конференции проводятся по мере необходимости. Я вам говорил о том, что, в принципе, многие задачи и вообще регламент работы органов, он повторяется, просто начиная с первичного отделения, все права и обязанности отделения, они возрастают, вплоть до съезда партии. Решение о созыве очередной конференции, о дате и месте его проведения, а также о норме представительства делегатов на конференцию от местных отделений КПРФ, входящих в состав данного регионального отделения, принимается комитетом регионального отделения КПРФ. У нас в частности Якутский риском практически уже принял решение о том, что
очередная отчетно-выборная конференция состоится в феврале 2025 года. Так? Ну, место и время будет определено, но, скорее всего, оно будет здесь. Внеочередные конференции могут быть созваны комитетом регионального отделения по собственной инициативе, по предложению контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения или по требованию комитетов местных отделений, входящих в состав соответствующего регионального отделения и объединяющих не менее 1/3 членов КПРФ, состоящих на учете в данном отделении, а также в случаях и порядке, предусмотренных уставом КПРФ, партии ЦК КПРФ. Тут чуть-чуть я разнесу, но это вот я говорю, это повторяется на всех уровнях. Внеочередные конференции, да, вот созывает либо сам Риском, либо КРК Рискома, так, вот. Вернее, КРК, она не Рискома, она называется регионального отделения, так. А также могут местные отделения, ну вот, допустим, Якутский горком, еще там ряд райкомов могут потребовать о созыве внеочередной конференции, ну, по какому-то важному вопросу. Ну, для этого 1/3 членов должно состоять в этих местных отделениях. А вот отдельные случаи, да, в случаях и порядке, предусмотренным уставом КПРФ, ЦК КПРФ, ну, это, допустим, ЦК дает задание провести срочно внеочередные конференции, ну, допустим, какие-то внеочередные выборы проходят там и так далее, да, и тогда вот все региональные отделения собирают конференции. Для того, чтобы, ну, либо своих кандидатов выдвинуть, либо, как говорится, ну, принять участие в данных выборах. Так, пункт 6.3. 6.3. Конференция имеет право самостоятельно решать любые вопросы, связанные с деятельностью регионального отделения, не относящиеся к компетенции высшего или центральных органов КПРФ и не урегулированные решениями указанных органов. То есть мы вот об этом говорили, что местное отделение, ну, вернее, первичное отделение на своем уровне может решать любые вопросы, кроме тех, которые касаются высших органов. Да? Местное отделение тоже самое, на своем уровне они решают все вопросы, кроме тех, которые подлежат, скажем, решению высших органов. Да? То же самое региональное отделение. Вот оно решает все вопросы по республике, ну, кроме тех, которые вот ЦК там, допустим, да, ставит. Вот решение ЦК не можем мы перечеркнуть. Там, или Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Компетенции конференции регионального отделения относятся решение следующих вопросов. Вот что может, да, конференция. Во-первых, определение круга основополагающих вопросов, связанных с пропагандой, разъяснением, изучением и реализацией положений программы и устава КПРФ, решений съездов партии, ЦК КПРФ и иных органов партии. Но это практически повторяется на всех уровнях. Следующая задача. Определение задач и приоритетных направлений деятельности регионального отделения в соответствии с решениями высшего и центрального органов КПРФ. Ну, скажем, на данном этапе мы работаем над тем, чтобы, ну, по решению ЦК, после выборов, допустим, сейчас ЦК ставит задачу агитировать, пропагандировать нашу программу победы. Так? Ну, задача вот сейчас будет стоять о том, чтобы пропагандировать, значит, такой юбилей, как 80 лет Великой Победы. Ну, это для всех, короче. Да. На будущий год. Да. Следующая задача КПРФ, которая, ну, вернее, вопрос, который она решает, это рассмотрение предложений по любым вопросам деятельности партии и направления их в ЦК КПРФ. Ну, в принципе, мы говорили, даже каждый член партии может, да, выступить по любым вопросам деятельности партии. Ну, первичное отделение, местное отделение. И региональное то же самое. Может выступить по любым вопросам деятельности партии, направить эти предложения в ЦК КПРФ. Следующее. Обсуждение проектов общепартийных документов, выражение своего отношения к решению любого партийного органа. Ну, например, опять будет обсуждаться, допустим, новый проект программы партии. Значит, все региональные отделения имеют право обсудить, внести свои предложения, выразить, ну вот выражение своего отношения к решению любого партийного органа. Ну, как правило, региональное отделение, конечно, соглашается с тем, что принимает, ну, тем более съезд принимает, или ЦК партии, да. Но иногда может быть какое-то, если оно касается, тем более, данного регионального отделения, оно может быть несогласным. Ну, и выразить свое отношение, что вот мы не совсем
согласны или там не согласны с каким-то решением. Так, конференция принимает решение об участии в общепартийных дискуссиях. Пока таковых не было, но, тем не менее, они предусматриваются уставом. Далее, определяет конкретные социально значимые вопросы и выработку мер по их реализации. Ну, это вот на нашем конкретно республиканском уровне. Какие наиболее важные социальные задачи может решить наше региональное отделение. Внесение предложений по кандидатурам в состав ЦК КПРФ. Ну, как правило, ЦК КПРФ, да, вот у нас первый секретарь, как правило, должен быть членом ЦК. Ну, и еще кандидат один, а может два быть. Можем предложить кандидатуру, вот, например, Артур Николаевич Алексеев, вот недавно ушедший у нас, да, значит, он был в свое время членом Центрального контрольно-ревизионной комиссии. Вот мы можем даже предложить кандидатуру ЦК КРК, да? Вернее, Центральной ЦКРК, да, вот так. Так, далее. Конференция рассматривает вопрос об избрании сроком не более чем на 4 года членов комитетов регионального отделения и досрочное прекращение их полномочий. Ну, тоже об этом мы говорили, что как избираются у нас выборные разные органы, да, вот, так и мы можем, значит, ну, конференция, по крайней мере, может прекратить полномочия того или иного члена рискома. Избрание сроком не более чем на 4 года членов контрольно-ревизионной комиссии, да, регионального отделения, и тоже досрочно может прекратить их полномочия. Так, утверждение отчетов о работе комитета и контрольно-ревизионной комиссии. Ну, это, как правило, на конференциях отчетно-выборных. Отчитывается комитет, отчитывается КРК. И конференция утверждает эти отчеты. Избирает делегатов на съезд КПРФ. Тоже на отчетно-выборной конференции. Ну, как правило, значит, отчетно-выборная кампания идет снизу и доверху. Да? Вот сначала первички проводят. Мы должны провести, кстати, с вами до июня месяца. Все первички должны провести отчетно-выборные. Потом местные отделения, вот мы тоже проводим где-то до ноября, в октябре планируем, да, Якутское городское отделение КПРФ. И, значит, ну и то же самое проводит, ну, раз в 4 года, правда, так? Раз в 4 года отчитывается Якутский риском и КРК. И избираем делегатов на съезд КПРФ, ну, потому что, значит, вслед за отчетно-выборными конференциями региональными следует съезд, на котором ЦК отчитывается. Далее, да, определение, ну, пока, когда состоится съезд, неизвестно, ну, скорее всего, на будущий год, да. Далее, определение повестки дня и порядка работы, регламента конференции. Ну, понятно, это вот конференция сама определяет, там голосуют делегаты, которые прибыли на эту конференцию. И далее, значит, что может еще конференция? Выдвижение кандидатов или списка кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления. Ну, вот конференция тоже может выдвигать. Ну, выдвигать может, мы говорили, и риском может выдвинуть, и даже горком может выдвинуть, там, да, допустим, Якутскую городскую думу. Так, вот, идет выдвижение на соответствующих уровнях. 6.4. Конференция считается правомочной, если на ее заседании присутствует более половины избранных делегатов. Вот у нас, допустим, будет где-то 65, допустим, делегатов. Если 40 приехало, то это уже, как говорится, конференция считается правомочной. Решение конференции принимается большинством голосов делегатов, присутствующих на конференции при наличии кворума. Ну, допустим, 40 человек приехали, за то или иное решение голосует 21 человек должен проголосовать. Тогда оно проходит. Вот. Если 20, это уже, как говорится, там каким-то образом вопрос пересматривается. Так, решение об избрании членов комитета и членов контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения, значит, об избрании делегатов на съезд партии, а также о выдвижении кандидатов или списка кандидатов в депутаты на иные выборные должности, да, принимается тайным голосованием. Ну, все выборы у нас, ну, это
в том числе и на местном уровне, местных отделениях, да, и вот на региональном. Ну, выборы проходят тайным голосованием. Так, 6.5. Пункт 6.5. Решение конференции принимается в форме постановления и резолюций. 6.6. Постоянно действующим руководящим органом регионального отделения является комитет. Реском, крайком, обком, окружком, горком. Даже. Ну, горком это в городах федерального значения. Там они действуют на уровне региональных отделений. Который избирается конференцией соответствующего регионального отделения КПРФ и ей подотчетен. Так? То есть вот комитеты, они постоянную работу ведут. 6.7 пункт. Комитет имеет право самостоятельно решать все вопросы, связанные с деятельностью регионального отделения КПРФ, не относящиеся к компетенции высшего или центральных органов КПРФ, а также конференции регионального отделения КПРФ и не урегулированные решениями указанных органов. Ну вот у комитета тоже свои права, он постоянно действующий орган. Да? Вот далее идет комитет регионального отделения КПРФ. Что делает? Организует и обеспечивает, ну то же самое, пропаганду, разъяснение и изучение программы, устава партии, а также выполнение решений съездов партии, ЦК КПРФ, конференции регионального отделения и собственных постановлений. Во-вторых, разъясняет и пропагандирует социально-экономические реформы партии, а также позицию коммунистов по различным вопросам общественной жизни. Так. Обеспечивает постоянную связь с региональным отделением с местными отделениями и ЦК КПРФ, то есть с вышестоящим, нижестоящим. На территории своей деятельности взаимодействует с органами местной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления. Привлекает сторонников партии, разделяющих, поддерживающих ее программные и уставные цели, для участия в различных политических кампаниях и мероприятиях. Вот. Ну, это все, я говорю, на всех уровнях прослеживается, начиная с первичного отделения даже, да? То, что мы сторонников должны привлекать. Далее, взаимодействует с общественными объединениями, в том числе с региональными отделениями политических партий. Но это в том случае, если, допустим, идут выборы, и по какому-то вопросу, ну, например, по составу наблюдателей, там, в общем, да, если вдруг наблюдателей не хватает у нас или в другой партии, они могут с нами пойти на временное соглашение, что вот они, их наблюдатели работают на одних участках, наши на других. В целом мы следим за нарушениями. Далее. Созывает очередные и внеочередные конференции, комитет регионального отделения, определяет их предварительную повестку дня, дату и место проведения, а также норму представительства на конференцию от каждого местного отделения. Ну, у нас, как правило, одного коммуниста на конференцию от 35 коммунистов избирает. Ну, там по норме, ну, у нас в республике 1000, ну, примерно 1200 коммунистов, где-то около этого, плюс-минус. Так, далее, если я не ошибаюсь. Так, теперь, избирает из своего состава сроком не более чем на 4 года бюро комитета. Комитет избирает. Ну, комитет, как правило, работает пленумы. Вот на пленумах комитет проводит свои решения, да? Ну, если когда он собирается. А так он избирает из своего состава бюро на 4 года. Первого секретаря избирает комитет и секретарей комитета. Ну, а также досрочно может прекратить их полномочия. Образует в случае необходимости из числа секретарей комитета секретариат комитета регионального отделения, а также временные и постоянные комиссии комитета по направлениям его деятельности. Ну, у нас, в принципе, есть и то, и другое. Вот. Ну, другое дело, как эти органы работают, да? Теперь осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от имени регионального отделения КПРФ. Ну, мы с вами говорили, что первичное отделение, местное отделение, ну, как правило, не являются юридическими лицами. Юридическим лицом может являться региональное отделение. Ну, соответственно, оно исполняет свои права и обязанности в этом случае. Учреждает партийные средства массовой информации и утверждает их главных редакторов. Ну, у нас, в частности, вот есть газета «Коммунист», да?
Вот. Ну, она работает уже с 90-х годов, там с 93-го или 92-го года даже, да. А комитет утверждает главных редакторов. Редакторы у нас менялись, но вот сейчас работает Махначевская Галина Георгиевна. Далее, комитет выносит предупреждение или отстраняет от руководящих полномочий секретаря первичного партийного отделения или первого секретаря комитета местного отделения КПРФ. Ну, как правило, конечно, первичными отделениями занимаются в том случае, если в районах нет райкомов. Райкомов нет, есть только первичка одна, допустим. Ну, у нас есть такие. И тогда вот райком может этого руководителя заменить на другого. А как правило, райком занимается местными отделениями, да, и вот если какой-то первый секретарь в чем-то провинился или плохо работает, его можем поставить, райком может поставить, значит, вопрос о его замене. Для этого собирается собрание местного отделения, так, ну или конференция, если вот в горкоме, допустим, да, конференция, и там, значит, вот, ну или, как правило, на пленуме горкома или райкома, может это так, могут поставить вопрос о замене одного секретаря на другого. Ну, обычно речь идет о первом секретаре. Далее, райком отменяет решение общего собрания или бюро первичного партийного отделения, а также решение конференции, комитета или бюро комитета местного отделения в случаях и порядке, предусмотренных уставом партии. Ну, иногда бывают такие разногласия, что первичное отделение, ну, или местное отделение, они там, короче, идут вразрез с линией райкома или даже с линией ЦК партии. И тогда, конечно, или нарушает устав, и так далее. Тогда райком должен действовать, отменять эти решения. Принимает решение о создании первичных и местных отделений КПРФ. Ну вот по мере того, как у нас в районах число коммунистов должно расти, у нас, по идее, должны учреждаться и первичные отделения, и местные отделения. Отзывает по представлению бюро комитета регионального отделения выдвинутых региональным отделением кандидатов или список кандидатов, да, а также зарегистрированных кандидатов, зарегистрированный список кандидатов, депутаты и на иные выборные должности, вот видите, он может как утвердить, так и... Нет, в данном случае речь идет об отзыве. Вообще-то список утверждает конференция, мы говорили, да? Вот. Ну, там на разных уровнях, да, бюро может, райком может утвердить, горком может утвердить. Но райком имеет право отозвать от всех этих кандидатов, если они не, опять же, нарушают какие-то вопросы. Ну, так. Далее. Утверждает смету регионального отделения и отчет об исполнении сметы за год. Вот мы на бюро райкома, товарищ не устроил, мы утверждаем на каждый год смету, а в конце года всегда утверждаем отчет. Так, вот. Ну, у нас бюджет не такой большой, нам много помогает ЦК. Ну, мы, конечно, в основном держимся за счет чего? Вот сбор взносов. Есть у нас, вот в аренду сдаем помещение, да, на своем этаже. Вот какие-то средства, в общем, набираются. Ну, и потом, ну, у нас, как правило, вот аппарат, который работает, у нас же 10 человек, где-то около 10, его оплачивает ЦК. А вот на остальные все нужды. Ну, мы должны значительную часть наших членских взносов отправлять в ЦК. Но, тем не менее, часть остается какая-то. И вот эти и другие средства мы используем. Ну, у нас вот на газету только уходит. Мы же ее раздаем бесплатно. Каждый номер 3000. Подписка примерно 200-300 подписчиков. Ну, 300, допустим, да. Вот остальные 2700 мы в основном раздаем, это вот расходы. Так что, ну и на многое другое. Там, вот, знаете, вот все мероприятия, пленумы, конференции, надо людям приезд организовать, жилье, то есть все, в общем, всякие командировки по районам, да, вот. Ну и так далее. И даже вот наши массовые всякие мероприятия, митинги, шествия и так далее, там тоже средства уходят. Цветы только надо покупать, допустим, да. Вот, это уже деньги идут. Так, хорошо. И еще последний вопрос, который занимается райком.
решает иные вопросы, предусмотренные уставом партии, а также другие вопросы по поручению конференции регионального отделения или вышестоящих органов партии. То есть, ну, у рискома, да, могут быть и другие вопросы, помимо перечисленных, которые ему поручает либо наша конференция, либо ЦК, съезд и так далее. Так, пункт 6.8. Так, сейчас, минуточку. Друзья, 6.8, да. Ну, чем выше структурное отделение, да, тем больше, конечно, у него различных задач и, ну, прав и обязанностей. Поэтому, ну, немножко. Заседание комитета, да, Якутского рискома, допустим, созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 4 месяца. Нет, комитет, это пленум, имеется в виду. Пленуму Якутского рискома раз в 4 месяца. Ну, то же самое в горкоме, мы говорили, да. То есть 3 пленума в год должны, минимум. Комитет считается правомочным, если на заседании комитета присутствует более половины его членов. Ну, эту норму вы уже слышали, да. То же самое, решение комитета принимается большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, при наличии кворума. Ну, за исключением решения об отзыве. Вот когда идет отзыв выдвинутых кандидатов, вот там нужно 2/3 голосов. Потому что, ну, это серьезный вопрос. Вот мы выдвинули кандидатов в депутаты, и потом их надо задвинуть, да? Ну, не все согласны, они же выдвигали, голосовали за него. Поэтому 2/3 голосов надо. Так, заседание комитета проходит в форме пленума. Решение комитета принимается в форме постановлений. Форма и порядок голосования определяется комитетом самостоятельно. Ну, бывает, чаще всего бывает открытым голосованием, но иногда тайным. Так, 6.9 пункт. Комитет регионального отделения, согласие ЦК, его президиума или секретариата вправе кооптировать в свой состав новых членов из числа избранных конференций регионального отделения тайным голосованием кандидатов в члены комитета взамен выбывших. Ну, это кооптация, понятно, да? Кооптация – это дополнительные выдвижения, да, из состава кандидатов. Ну, всякое бывает в жизни, поэтому всегда избираются кандидаты. Вот есть члены комитета, регионального комитета, да, нашего республиканского рискома, есть члены горкома, и есть кандидаты, на всякий случай, они нужны. Так, 6.10. Полномочия комитета регионального отделения сохраняются до избрания конференции нового состава комитета, то есть на 4 года. Так, 6.11. Для решения политических, организационных и текущих вопросов, а также для руководства деятельностью регионального отделения, между заседаниями комитет избирает из своего состава бюро комитета, которое подотчетно комитету регионального отделения. Но мы об этом тоже выше уже прозвучало. Да. Комитет тоже, он ведь 3 раза всего собирается в год. Комитет в полном составе. Да? А повседневную работу должно вести бюро. Ну, у нас, вот, в частности, я говорю, комитет примерно 65 человек, ну, где-то плюс-минус, так. Региональный комитет наш республиканский, да. А бюро 9 человек. Нет, не 9, извиняюсь. Нет. Бюро это же рискома. Нет, там 15 человек, по-моему. 15 человек. Вот так. Значит, бюро комитета регионального отделения что может и чем занимается? Первое. Проводит работу, опять же, по пропаганде, разъяснению, изучению программы и устава КПРФ, а также организует выполнение решений съездов, ЦК Компартии и иных вышестоящих органов. Ну, это вот повторяются эти пункты, да? Далее, вот бюро информирует коммунистов и население об общественно-политической ситуации, о позиции партии и деятельности регионального отделения КПРФ. Так. Бюро учреждает издательства, информационные агентства, полиграфические предприятия, ну, может, конечно, так, образовательные учреждения, дополнительного образования взрослых и другие юридические лица. Ну, в общем, это по возможности. Есть крупные региональные отделения, да, вот, есть крупные города регионального значения, федерального значения, да. Они имеют возможности там вот, действительно все это делать. А у нас мы что учреждаем? Мы только газету нашу учреждаем. Вот. И
и утверждаем главного редактора. Далее. Бюро организует для населения телевизионные и радиоэфиры, выпуск периодической печати, беседы, лекции, встречи с представителями партийного актива. Ну, это по возможности, конечно, потому что телевизионные, радиоэфиры – это довольно сложное дело тоже. Ну, а вот газету выпускаем, беседы, встречи стараемся проводить, особенно в период выборов. Привлекает сторонников партии, разделяющих программные и уставные цели, для участия в различных политических кампаниях и мероприятиях. Сторонников у нас, по идее, должно быть много. Ну, и действительно их много. Другое дело, что мы их еще не вполне, может, официального статуса не придаем им там, да. Вот. Ну и на наше мероприятие, конечно, не все наши сторонники приходят, но тех, кого приглашаем, они приходят. Так, организует проведение собраний, митингов, пикетов, демонстраций, уличных шествий и других мероприятий. Бюро Рескома. Ну, бюро Рескома у нас, как правило, работает, мы же в Якутске находимся, с Якутским горкомом. И вместе организуем все эти крупные мероприятия. Так, созывает пленум комитета регионального отделения КПРФ. Ну, вот раз в 3 года, вернее, 3 раза в год бюро собирает Реском, пленум Реском. Далее, утверждает решение комитета местного отделения об избрании первого секретаря комитета местного отделения КПРФ. Ну, вот когда, потому что местное отделение-то чаще проводит смену, через 2 года, а Реском, региональное отделение, через 4. Ну и вот бюро, как правило, да, должно работать с местными отделениями. И, конечно, избрание первого секретаря, это мимо бюро не должно проходить никак. Далее, выносит предупреждение или отстраняет от руководящих полномочий секретаря первичного партийного отделения или первого секретаря комитета местного отделения. Ну, я вам тоже говорил. А первичками в основном, конечно, местное отделение занимается. Но если у нас вот есть в ряде районов, нету райкома, но есть ячейка. Ну и вот этой ячейкой напрямую занимается Реском, там, секретарем и так далее. Так, далее, распускает бюро первичного партийного отделения в случае и порядке, предусмотренных уставом партии. Ну, этим обычно горком занимается, там, или райком, да? Ну, в отдельных случаях и Реском может, или бюро даже. Так? По согласованию с президиумом ЦК КПРФ распускает бюро или комитет местного отделения, партийного отделения, в случаях и порядке, предусмотренных уставом партии. Вот. Ну, тут, видите, вот когда распускают бюро или комитет местного отделения, это серьезное дело, да? Конечно, это все согласуется с ЦК. Так, далее. Определяет компетенцию и распределяет обязанности между первым секретарем комитета, Якутского Рескома, допустим, секретарями комитета и другими членами бюро комитета регионального отделения. А также заслушивает их отчеты. Ну, все члены бюро, как правило, за что-то отвечают. Ну, они там входят или возглавляют комиссии, ну, в общем, и так далее. Даже вот одно время там, а может и сейчас это есть, члены бюро отвечают за определенные районы. Районов там много у нас. Так. Осуществляет контроль за выполнением принятых решений. Так. Извещает избирательной комиссии соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов или списка кандидатов, депутаты и так далее. Так. Депутаты или на иные выборные должности. Ну, я имею в виду, мы обычно выдвигаем кандидатов в депутаты, ну и иногда значит, мы выдвигаем кандидатов на исполнительную власть, там, да? Главу избирают, вот, наслега, улуса, там, да? Города. Мы тоже выдвигаем своих кандидатов. Так, представляет к назначению от имени КПРФ, обладающих правом решающего голоса, членов участковых, территориальных, окружных избирательных комиссий по выборам. Ну, особенно федеральные органы власти, да, по выборам законодательные представительные органы и на иные выборные должности. Назначает от имени КПРФ обладающих правом совещательного голоса. Помните, член избирательной комиссии совещать. Ну, сейчас вроде как отменили этот таких людей, да. Представляет от имени КПРФ кандидатуры для зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий, принимает решение об отзыве из резерва состава участковых избирательных комиссий. Ну, это горкомы, вот, местное отделение, да, и вот райискомы тоже могут. То есть они как представляют кандидатуры в резерв участковых комиссий, да, так и это звать могут. Назначают от имени КПРФ наблюдателей. Да. Ну, это да. Участковые, территориальные, окружные избирательные комиссии по выборам, федеральные органы государственной власти, по выборам законодательные, представительные органы и на иные выборные должности. Вот. Ну, как правило, да. Так. Теперь, выдвигает тайным голосованием кандидатов или списки кандидатов депутаты и на иные выборные должности в органы местного самоуправления. В случае, если на указанной территории отсутствует местное отделение КПРФ. Так-то вообще местное отделение должно выделять, ну, выдвигать. Да? Вот мы выдвигаем, допустим, кандидатов в городскую думу или там на главу, да, городского округа. А если, вот, если в районе нету, если в районе нет местного отделения, тогда выдвигает райиском. Ну, или бюро, да. Далее, выдвигает тайным голосованием кандидатов в списке кандидатов в депутаты. Так, ага. Ну, тут речь идет о том, что выдвигает не только вот в ходе действительно очередной выборной кампании, но иногда бывают досрочные, повторные и дополнительные выборы. Ну, по разным причинам. Значит, такие выборы назначаются. Отзывает выдвинутых бюро комитета регионального отделения кандидатов, список кандидатов, а также зарегистрированных кандидатов, так, депутаты и на иные должности выборные. Вот. Ну, видимо, люди, вот, может выдвинуть, даже зарегистрированным, может его снять с дистанции. Ну, за какие-то нарушения, как правило, да. Далее, вносится по согласованию с президиумом ЦК предложение избирательной комиссии субъекта Российской Федерации по кандидатуре для замещения вакантного депутатского мандата законодательного представительного органа в случаях, предусмотренных законодательством. Так, тут вот этот пункт, да? Предложение избирательной комиссии муниципального образования по кандидатуре для замещения вакантного депутатского мандата. Ну, речь идет о вакантных депутатских местах. И вот, значит, вносит предложение по кандидатуре. Бюро райискома. Далее. Согласовывает решение руководящих органов местных отделений в соответствии с требованием устава КПРФ. Если какие-то серьезные решения принимает местное отделение, да, то оно должно быть согласовано с бюро. Отзывает кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности, выдвинутых по одномандатным даже округам. Исключает кандидатов из списка кандидатов, так, выдвинутых региональным отделением на основании, предусмотренным пунктом таким-то настоящего устава. Даже одномандатников может снять бюро. Подтверждает членство в КПРФ, но это в случае там утери учетной карточки, еще чего-то там, так далее. В общем, да, или билета даже. Далее. Создает по решению Президиума ЦК избирательный фонд для финансирования избирательных кампаний партий федерального уровня. Ну, мы, как правило, почти на все кампании создаем некий фонд. Да. Теперь представляет в избирательную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации сведения в пределах установленных федеральным законодательством требований. Ну, это вот вся документация, которая идет по кандидатам. Там много же, вы знаете, там целая волокита. Вот все это представляет как бы от имени регионального отделения бюро. Инициирует проведение регионального референдума в соответствии с действующим законодательством. Но мы можем инициативу такую проявить. Другое дело, что власть не очень-то идет на эти референдумы, да, проведение. Далее. Бюро представляет уполномоченный орган сведения о количестве выдвинутых региональным отделением зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности и так далее. То есть, ну, все, что необходимо по выборным кампаниям, бюро этим занимается. Представляет в уполномоченный орган информацию о
продолжение деятельности регионального отделения с указанием местонахождения постоянно действующего руководящего органа. Ну, так как юридическое лицо должны постоянно подтверждать, что партия существует и работает. Представляет в уполномоченный орган информацию о структурных подразделениях политической партии, не наделенных правами юридического лица, но обладающих в соответствии с уставом политической партии правом принимать участие в выборах или референдумах. Ну, структуру нашего регионального отделения, ну, вот представляет бюро куда-то в уполномоченный орган. Так, далее. Информирует уполномоченный орган об изменениях, наименовании юридического адреса регионального отделения, а также фамилии, имени, отчества и должности лица, имеющего право действовать без доверенности от его имени в порядке, установленном законодательством КП РФ. Ну, это вот у нас есть уполномоченные лица непосредственно, да, которые этим правом пользуются. Дальше. Утверждает бухгалтерскую финансовую отчетность регионального отделения. Решает иные вопросы, предусмотренные уставом партии, а также другие вопросы по поручению комитета регионального отделения или вышестоящих органов. 6.12. Заседание бюро созывается не реже одного раза в месяц. Заседание бюро считается правомочным, если присутствует более половины избранных членов. Да? Решение принимается большинством голосов, опять же, от присутствующих при наличии кворума. Принимается в форме постановлений. Форма и порядок голосования также определяется самостоятельно. Заседание бюро, как правило, ведет первый секретарь регионального отделения, да? А во время его отсутствия и по его поручению, либо по поручению бюро, секретарь комитета. Ну, у нас есть второй или другие секретари. Так, 6.13. Руководство деятельностью комитета и бюро комитета регионального отделения осуществляется первым секретарем комитета, который избирается, освобождается от должности комитета. Вот теперь чем занимается первый секретарь сейчас? Ну, да, скоро уже заканчиваем, а по съезду там поменьше. Смотрите, первый секретарь мобилизует коммунистов на участие в политической деятельности, организует участие коммунистов в выборных кампаниях, организует агитационно-массовую работу коммунистов среди населения, созывает заседания и организует работу бюро, председательствует на заседаниях комитета и бюро, подписывает решения комитета и его бюро, а также иные документы регионального отделения партии. Без доверенности представляет региональное отделение в взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также с физическими и юридическими лицами в Российской Федерации и за ее пределами. Ну, он имеет большие права, короче, да. Далее, выдает доверенности на право представлять интересы регионального отделения КПРФ, если сам он не может, или другие какие-то случаи, да, вот он пишет доверенность, и товарищ Максим Хабаров идет с этой доверенностью получать деньги в банк, миллиончик другой, да, вот. А с ним охрана. Да, не устроив и другие. Ну ладно, хорошо. Так, тише. Далее, первый секретарь открывает расчетный счет регионального отделения в банковском учреждении. С согласия бюро комитета регионального отделения принимает на работу и увольняет сотрудников аппарата регионального отделения. Утверждает штатное расписание регионального отделения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и ЦК партии. В пределах своей компетенции издает распоряжения, а также дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками аппарата регионального отделения. Организует ведение статистического, бухгалтерского, налогового и иного учета, обеспечивает правильность составления и своевременность предоставления отчетности в компетентные государственные органы и ЦК КПРФ. Ну, отчетность все время идет, вот, наши люди, наши вот органы, ну, бухгалтерия прежде всего, и так далее. Да, отчитываемся и перед государственными органами, и в ЦК вот постоянно идет информация о том, чем занимается наше отделение и так далее. Так, организует ведение и хранение документов, связанных с деятельностью регионального отделения и сотрудников его аппарата. Решает иные вопросы по поручению конференции, комитета или бюро комитета регионального отделения, а также вышестоящих партийных органов. 6.14. Полномочия бюро комитета регионального отделения
а также первого секретаря и секретарей сохраняется, соответственно, до новых выборов, то есть на 4 года. Первому секретарю комитета регионального отделения, нарушившему положение программы или устава КПРФ, либо не выполнившему решение или решения вышестоящего органа или органов партии, постановлением ЦК КПРФ или его президиум может быть вынесено предупреждение сначала, либо, в зависимости от тяжести проступка, он может быть отстранен от руководящих полномочий первого секретаря. В случае отстранения досрочного прекращения полномочий первого секретаря комитета регионального отделения от руководящих полномочий на заседании комитета регионального отделения выносится вопрос о новых выборах первого секретаря. В этот период полномочия первого секретаря по решению ЦК или его президиума исполняет один из секретарей или член комитета регионального отделения партии. 6.16. Решение конференции, комитета или бюро комитета регионального отделения, противоречащие положениям программы или устава партии, либо решениям вышестоящих органов КПРФ, могут быть отменены ЦК или его президиумом. Бюро комитета регионального отделения, принявшее решение, противоречащее программе или уставу партии, либо решению вышестоящего органа, может быть распущено по постановлению ЦК КПРФ или его президиума. Этим же постановлением одновременно с распуском бюро назначается рабочая группа для созыва комитета регионального отделения КПРФ. Комитет регионального отделения КПРФ, принявший решение, противоречащее программе или уставу партии, либо решению вышестоящего органа, может быть распущен по постановлению ЦК КПРФ. Этим же постановлением одновременно с распуском комитета с целью обсуждения сложившейся ситуации и проведения новых выборов членов комитета созывается конференция регионального отделения, определяется дата и место ее проведения, норма представительства от местных отделений, а также создается оргкомитет для подготовки конференции и руководства деятельностью регионального отделения партии до ее проведения, то есть до конференции. Решение о реорганизации или ликвидации регионального отделения партии, о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса регионального отделения партии может быть принято по решению съезда КПРФ, по решению Центрального комитета КПРФ, по решению президиума. Но это редкие случаи, конечно, вряд ли они в нашей жизни случатся, да, произойдут. Да? Значит, смотрите, и 7 пункт, 7 раздел, сейчас он более короткий, это съезд КПРФ. Высшим руководящим органом нашей партии является съезд КПРФ. Очередные съезды созываются Центральным комитетом не реже 1 раза в 4 года. Решение о созыве съезда, утверждение проекта повестки дня и установление норм представительства объявляется не позднее, чем за 3 месяца до начала съезда. Внеочередной чрезвычайный съезд КПРФ может быть созван Центральным комитетом по собственной инициативе, по предложению Центральной контрольно-ревизионной комиссии, либо по требованию комитетов комитетов региональных отделений КПРФ, объединяющих не менее 1/3 от общего числа членов КПРФ. В случае несозыва Центральным комитетом партии внеочередного чрезвычайного съезда КПРФ, когда такой созыв является обязательным, или невозможности функционирования Центрального комитета КПРФ, региональные отделения могут образовать организационный комитет, пользующийся правом ЦК КПРФ по созыву внеочередного чрезвычайного съезда. Ну, это, конечно, очень уж такие сложнейших условиях может произойти. Да? Теперь пункт 7.2. Значит, съезд КПРФ вправе рассмотреть и принять решение по любому вопросу деятельности партии. К исключительным полномочиям съезда относится решение следующих вопросов. Принятие и утверждение программы партии, а также внесение в нее изменений и дополнений. Далее, принятие и утверждение устава КПРФ, а также внесение в него изменений и дополнений. Определение стратегии и тактики КПРФ во всех областях ее деятельности. Утверждение предвыборной программы или платформы КПРФ. Далее, только съезд может выдвинуть кандидата на должность президента Российской Федерации. Вот видите, Харитонов съезд выдвинул, Николай Михайлович.
кандидатов или списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации или на иные выборные должности федеральных органов государственной власти и органов власти межгосударственного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Далее, что может съезд? Значит, избирает сроком на 4 года членов Центрального комитета и досрочно прекращает их полномочия. Значит, избирает сроком на 4 года членов ЦК РК, так, и также досрочно может прекратить их полномочия. Заслушивает и утверждает отчеты и доклады Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Дает оценку их работы. Съезд. Съезд утверждает регламент, регламент Центрального комитета партии, определяет порядок работы съезда, или регламент съезда, да, решение вопроса о реорганизации или ликвидации КПРФ, тоже только съезд может принять. Значит, и, соответственно, о назначении ликвидационной комиссии или утверждении ликвидационного баланса партии. 7.3. Осталось немножко. Съезд считается полномочным, если на его заседании зарегистрировалось и присутствует более половины делегатов, избранных от региональных отделений КПРФ. Принятие устава и программы КПРФ, внесение в них изменений и дополнений, избрание руководящих и контрольных ревизионных органов, выдвижение кандидатов или списка кандидатов в депутаты на иные выборные должности в органы государственной власти и местного самоуправления, рассмотрение вопросов о реорганизации или ликвидации партий осуществляется на съезде, в работе которого принимают участие делегаты от региональных отделений, образованных не менее чем в половине субъектов Российской Федерации. Да? Решение съезда по вопросам принятия и утверждения программы и устава партии, внесения в них изменений и дополнений, а также реорганизации или ликвидации КПРФ, принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на съезде, при наличии кворума. Решение съезда по иным вопросам принимается большинством голосов делегатов, присутствующих на съезде, при наличии кворума. Решение об избрании членов Центрального комитета и членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии, а также о выдвижении кандидата на должность президента Российской Федерации, кандидатов, списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и на иные выборные должности принимается тайным голосованием. Ну, это тоже понятно, да? Так, решение съезда принимается в форме постановления резолюции. В период между съездами Центральный комитет партии с целью обсуждения назревших вопросов политики и практической деятельности партии, а также заслушивания отчетов фракций КПРФ в Государственной Думе, может созвать Всероссийскую конференцию КПРФ. Порядок созыва и работы Всероссийской конференции КПРФ определяется Центральным комитетом КПРФ. Ну, конференции, да, вот я говорю, они созываются, как правило, по назревшим неотлагательным вопросам, да, или по заслушиванию отчетов. Вот я тут немножко, на этом мы заканчиваем, так. Вот единственное могу пояснить, да, вот почему всегда говорится, что решение принимается большинством делегатов, на всех уровнях, да, местного отделения, регионального, съезда, при наличии кворумов. Да потому что, допустим, я просто вот возьмем наше региональное, у нас, да, на конференции, может быть несколько заседаний, так? Вот на одном заседании кворум есть, голосует большинство за, а на другое заседание пришли не полный кворум. Кворум же должен быть, как говорится, больше половины. А там пришло меньше на второе заседание. Кворума нет, решения не могут принять. Надо опять созывать всех. Вот поэтому всегда наличие кворума, везде указывается. Так, товарищи, на этом мы сегодня рассмотрели основные полномочия, права и обязанности регионального отделения партии и съезда партии. Следующее занятие у нас по уставу, скорее всего, будет последним. Там мы рассмотрим еще ряд вопросов, они более мелкие. Там, во-первых, речь пойдет о центральных органах КПРФ, это немножко чуть
пошире, а далее идут вот взаимоотношения с другими органами государственной власти и так далее, денежные средства, порядок внесения изменений и дополнений и порядок реорганизации и ликвидации партии, а также символика КПРФ. Следующее занятие проводим через неделю. Спасибо за внимание.